Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Сенюшкин, и я сегодня буду модератором круглого стола на тему, которую мы обозначили так. Эффективное использование алмазных активов республики, тренды и риски. Речь пойдет, конечно же, об акциях компании «Алроса», материнской компании и ее дочки «Алроса Нюрба». Тема эта большая, требующая рационального и взвешенного, рачительного подхода. И задача нашего круглого стола, масштабируя эту тему, детализировать отдельные обстоятельства. Всех участников я буду представлять по ходу обсуждения, но смею вас уверить, что за нашим круглым столом собрались неравнодушные, компетентные люди, имеющие свою позицию по заявленному вопросу. Алгоритмизируем процесс. Поговорим вначале о приватизации вообще и приватизационном опыте Якутии, с вашего позволения. У меня есть два общих вопроса на эту тему. Для всех, в общем, в принципе, участников обсуждения. Чем нынешняя волна или нынешний этап приватизации государственного имущества отличается от первого, тот, который был в начале 90-х годов и который оставил явный негативный отголосок в умах сограждан наших? Кто начнет? Ольга Валерьевна, может, вы? Давайте я начну. Евгения Васильевна, я думаю, меня поддержит, потому что Евгения Васильевна, в общем-то, свидетель того законодательства, по которому происходил приватизационный процесс первого этапа. Как вы помните, все приватизационные процессы первого этапа на территории действующей Российской Федерации, они происходили при действии практически трех законов. Союзное законодательство, было законодательство приватизации союзное, было законодательство Российской Федерации и даже было законодательство Республики Саха-Якутия о приватизации. Соответственно, вот это несовершенство правовой базы, где-то нестыковки, а я очень четко говорю о том, что не во всем союзный закон, например, содержал ряд норм, который не содержался в российском законе. Да? То есть они были достаточно... Вот это вот несовершенство, оно и, в общем-то, возможно, и повлекло различного рода вот такие вот возможности не для чистой приватизации, да, а для каких-то определенных неправильных, незаконных или получивших такую вот оценку граждан процедур как таковых. Именно несовершенство законодательства. Но уже и тогда, когда это происходило, практически все юристы сходились к мнению о том, что в принципе происходит такая апробация, и путем проб и ошибок Англия вообще шла к этому 200 лет. Я думаю, что у нас это получилось быстрее. Вошло сейчас все в цивилизационные рельсы, и я просто повторяю вопрос для всех, кто хочет принять участие в обсуждении. Я добавлю, наверное, вот в отношении вот вашего первого вопроса. Здесь просто нужно напомнить все-таки, что первый этап приватизации, вот как Ольга Валерьевна правильно подметила, он все-таки был действительно такой законодательно недорегулированный, да, но в то же время республика имела возможность какие-то внести свои определенные особенности в силу того законодательства, которое было. И напомню, что у нас сам по себе закон о собственности, он у нас появился только в 90-м году. В 91-м году закон о приватизации. У нас в республике, например, особенность была такая, что было предусмотрено больше льгот трудовым коллективам. Можно было имущество 70% износом безвозмездно передавать. И, собственно говоря, вот сформировался весь у нас институт частных собственников. Это в торговой сфере, в бытовой, да, в транспортной сфере. И если посмотреть статистику тех времен, у нас в 1993 году, например, было приватизировано наибольшее количество предприятий. 123 предприятия было приватизировано, то есть передано в собственность уже физических и юридических лиц. И далее уже вот это вот некое недоверие населения вот к этому этапу, оно отразилось и на втором этапе. Второй этап, он уже был не носил такой характер. Он начался с 94-95 года, наверное, да, когда пересматривался закон о приватизации как раз. Закон о приватизации у нас уже в той редакции, которую мы используем, 2001 года. Да. Да, и, соответственно, получается, у нас уже четко было определено, что приватизация может быть только возмездной. Был определен принцип равенства всех покупателей, физических и юридических лиц, то есть уже подразумевалось, что нет никаких льгот трудовым коллективам, да, и прозрачность, то есть только теми способами, которые определены в законе. То есть в основном это получается через торги,
если это продается имущество. Но вместе с тем закон о приватизации, он же ведь оговаривает и такие формы приватизации, как преобразование государственных унитарных предприятий в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. То есть здесь форма собственности не меняется. Вот у нас, например, когда мы рассматривали прогнозный план приватизации на 17-19 годы, например, был вопрос, да, вот в части преобразования государственного унитарного предприятия БИЧИК, да, в акционерное общество, когда появились сомнения у депутатов вот в этой части, что влечет за собой статус акционерного общества. Да. Подоплека моего вопроса, собственно говоря... Я тоже хотела обратить внимание, да, Евгений сейчас действительно задел достаточно интересный вопрос. Тогда, когда, если вот опять же вспомнить, когда появилось законодательство о приватизации, тогда в понимании приватизации и на совершенно свободные чистые мозги, не рыночные мозги советских граждан, они именно такими были, легло четкое понимание. Приватизация – это переход из государственного в частное. Другого понимания приватизации не было. Не было. Действующий же этап, вот о котором Евгения Васильевна как раз и говорит, да, он еще и предусматривает возможность в том числе использовать приватизацию при сохранении госпакета. Просто происходит не переход в частную собственность, а переходит возможность использования как более рыночный механизм ГУП вместо АО. А я еще больше конкретизирую, собственно говоря, вот этот первый вопрос. Согласитесь ли вы с тем, что основной тенденцией той приватизации первой волны было занижение стоимости активов, причем катастрофическое занижение стоимости, чего не наблюдается, собственно говоря, наверное, сейчас, да? Можно так сформулировать? Ну, собственно говоря, вот можно, да, я тоже скажу на эту тему, поскольку я тоже думала, как специалист в этой сфере, почему это все так было. Все-таки это же ведь были политические, экономические преобразования в стране. И здесь основной целью было именно создание института частных собственников. Да, ведь у нас, если в других странах частная собственность, она существует веками, у нас был такой определенный перерыв, достаточно долгий в истории страны, и вот с 90-го года мы начали, как говорится, знакомиться, что это такое частная собственность, с этим понятием. Давайте еще чуть-чуть на общих положениях приватизации остановимся. Задачи, которые решает приватизация государственного имущества. Среди них и повышение эффективности предприятий, и увеличение поступления в бюджет, ликвидация или возможное уменьшение внутренней и внешней задолженности и так далее, и так далее. Какая задача или какие задачи можно вычленить среди этого перечня, которые государство решало и намерено решать сейчас путем приватизации? Да. Валентина Ильинична, пожалуйста. Да. Спасибо большое. Ну, на сегодняшнем этапе я бы хотела остановиться на 2012 годе, когда, значит, мы говорим, с приходом Владимира Владимировича Путина появились так называемые полмайских указов. И мы все помним эти майские указы на предмет повышения оплаты труда и развития социальной сферы. Но есть один из указов, 596, который говорит о долгосрочной государственной политике в Российской Федерации. Мы находились на этапе, когда у нас не было системы стратегического планирования, не было долгосрочных документов. Была только концепция долгосрочного развития России в 2008 году, по которой была принята. И поэтому в соответствии с этим указом были поставлены основные направления именно экономической политики, в первую очередь, достижение определенных макроэкономических показателей, не буду сейчас об этом говорить. Затем правительству было поручено, во-первых, это в области стратегического планирования провести определенную работу, и мы сейчас прекрасно понимаем, мы стали свидетелями и на региональном уровне. В декабре мы приняли проект стратегии до 2030 года и осмелились заглянуть до 2050 года. Затем в области совершенствования бюджетной, налоговой и политики, тарифной политики, повышения эффективности бюджетных расходов. И правительство Российской Федерации целенаправленно в соответствии с этим указом продолжает двигаться.
И затем вот одно из направлений в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом. И там до 2018 года в соответствии с дорожными картами все органы исполнительной власти, независимо как федеральные, так и региональные, имеют определенные целевые задачи, которые надо решать. И поэтому хорошо на сегодняшний день или плохо, но страна определилась в этом направлении, и поэтому она будет двигаться вне нашего на сегодняшний день отношения, что-то нравится, что-то не нравится, но мы же стремимся для того, чтобы наша Россия заняла определенные позиции и в мире. И поэтому, конечно, мы как субъект Российской Федерации, поэтому те задачи, которые ставятся в рамках приватизации, поэтому мы их не просто выполняем вслепую, но мы понимаем, что этот процесс необратим. И поэтому одни предприятия, конечно, там их более сколько, 1500, да, которые на сегодняшний день должны быть приватизированы. И поэтому, естественно, нас задевает то, что кто-то со стороны может на сегодня, в общем-то, в отношении акционерных компаний крупных высказываться, да, и поэтому, конечно, есть определенные... Да, мы сейчас об этом будем как раз очень подробно разговаривать. Входим в тему, что называется, да. Давайте все-таки ответим на ваш вопрос, да. А если брать вот то, о чем сказала Валентина Ильинична, да, то необходимо обратить внимание. Сейчас нет у приватизации цели создания новых собственников, как был на первоначальном этапе. Да? Сейчас есть у приватизации цель, особенно в рамках программы приватизации госимущества субъектова, это эффективно управлять. То есть то, для чего мы сегодня вот собрались, для того, чтобы определиться, способны ли мы эффективно управлять и каковы пути этого эффективного управления как такового. То есть уже сегодня такого, вот тот осадок негативного к приватизации, он остался, да, и он до сих пор, так сказать, следует таким вот черным следом, да, а на самом деле уже у самой приватизации, которую в том числе вот голосуем мы, у нее совершенно другая цель. Эффективность управления госимуществом. Только лишь? По сути дела, да. Что касается госимущества, по сути дела, да. Потому что сегодня весь пул новых собственников, он создан как таковой. Уже будут появляться не новые собственники, а акционеры путем непосредственно, значит, того, когда лицо способно брать на себя ответственность. Да? Почему я сегодня уже который раз возвращаюсь к Англии? Английская железная дорога построена путем создания открытого акционерного общества. Открытое акционерное общество было создано путем продажи акций английской железной дороги. Все. То есть граждане сами, да, как бы становясь участниками, собственниками, акционерами, это не народное предприятие, да, как таковое, это вот одна из... А можно ли считать увеличение, как одна из задач, увеличение поступления в бюджет, как, собственно говоря, повышение эффективности управления или нет? Ну, безусловно. Я думаю, что экономисты именно так это так, оценят. Так и мыслят в этой категории, юристы, да? Экономистов здесь больше. Да, увеличение вот, прибыли. Да, с точки зрения эффективности, да, управления имуществом, да, здесь можно выделить вот два момента. Да. Это за счет продажи имущества, это же ведь не только акции, да, это и недвижимое, движимое имущество, именно привлечь доходы в бюджет для решения именно задач государства. У нас же государство, оно в большей степени социальную функцию исполняет. Поэтому, говорили об этом, да, вот при продаже акций, даже в законе о бюджете оговорено, что они идут на пополнение дефицита бюджета. Это вот один момент. Но второй момент еще есть, связанный с необходимостью развития экономики государства. Это вот, в частности, привлечение инвестиций, развитие производства, то, что, например, государство не может в большей степени решить, используя свои государственные ресурсы, которые он должен направлять на решение социальных задач. Поэтому и происходит, например, вот приведу пример, да, продали Нижнеленское. Мы продавали 51% за счет, ну, непосредственно путем проведения торгов, деньги поступили в бюджет. Соответственно, они ушли на цели бюджета.
То есть пошли на покрытие дефицита бюджета, и, соответственно, получается, там никто и даже сейчас и не помнит, на что они были направлены, но в основном, конечно, на заработную плату в бюджетной сфере, да, будем так говорить. Это вот в первой половине года. Далее, значит, у нас получается 49% мы уже реализовывали через республиканскую инвестиционную кампанию. Здесь мы уже четко знаем, что они пошли уже на развитие нашего акционерного общества «Саха-Транснефтегаз». Это вот один момент, да, например, привлечение поступления доходов в бюджет и привлечение инвестиций, да, вот в этой части. И эффективность, собственно говоря, то, о чем вот этот вот баланс, который нужно соблюсти. Но при этом я еще хочу отметить следующий момент. Ведь, опять же, руководством страны, Российской Федерации, уже высказан тезис, вот в продолжении, да, то, что Валентина Ильинична сказала, что государство должно оставить у себя только то имущество, которое необходимо для исполнения государственных функций. Это вот один момент. А вместе с тем, вот мы тоже считаем, вот, как представители государства, что мы должны оставить у себя также то имущество, которое помогает решать еще внутренние социальные задачи в республике. Это вот как бы вот в тему той же самой компании «Алроса». Плюс социальные задачи. Да. Угу. Понятно. Надежда Егоровна Кононова, заместитель генерального директора АО «РИК». Как работали алмазные, угольные деньги и другие деньги в РИК и в РИК+. Ну, насколько вы все осведомлены, на нашем сайте всегда идет очень быстрая, как бы скажем, информация. На сегодняшний день мировое соглашение, которое было заключено благодаря, скажем, продаже акций Якутугля, оно исполнено в части финансирования. То есть сегодня мы 100% его исполнили. Все как было положено. 31 декабря 2016 года исполнение составило 100%. Сегодня у нас предстоит работа по недвижимости, по передаче. Это работа, скажем, большая, и она как бы не очень быстрая. А что касается тех средств, которые мы получили от 7% компании, от продажи акций компании «Алроса», мы тоже всегда на своем сайте, кому это интересно, могут увидеть. Мы сегодня можем отчитаться, что всего капитальных вложений было запланировано 17 миллиардов 644 миллиона. Из них на 1.01.2017 года выполнено, профинансировано 13 459 миллионов рублей, то есть 76,3%. Это очень большие направления, 5 направлений, начиная от переселения из вот давайте перечислим. Переселение из ветхого и аварийного жилья, газификация, социальная инфраструктура, это здравоохранение, это то, что мы говорим про онкодиспансер, который движется у нас, объекты образования. Софинансирование составило по 20 школам, из них сегодня построено 14 школ. Прочие социальные объекты, здесь у нас входит общественный центр республики, который сегодня уже сдан, это Дом профсоюзов. Коммунальная и энергетическая инфраструктура у нас предусмотрена более 1,5 миллиардов, составляет выполнение 97,8. Это у нас очень много строительств котельных, к нему инженерных сетей, то есть из 31 объекта введено 24 объекта на сегодняшний день. На самом деле эти деньги предусмотрены до конца 2019 года, то есть у нас еще впереди 3 года. И есть у нас еще топливно-энергетический комплекс, который тоже будет у нас длиться до 2019 года. Сегодня у нас план составлял, если 4 миллиарда, исполнение составило 3 миллиарда 28 миллионов, то 75,7% исполнения. Это по направлению. Надежда Егоровна, спасибо. Сейчас перейдем немножечко в другую плоскость, хотя продолжим в той же самой. Как вы считаете, господа участники круглого стола, можно ли связать бум строительства вообще, да, бум вложений средств в инфраструктуру с начавшейся приватизацией 2007 года? Я даже уточнюсь, с созданием РИК, да?
Можно я немножко расскажу? Например, 15 лет назад, я помню, когда со мной разговаривали в руководство о приватизации, я была далека от этой темы и не все понимала. Но за эти 15 лет я, например, сама проработала в городе Мирном в компании «Алроса» почти 6 лет, столько всего узнала, и сегодня я четко могу сказать, что это правильный шаг, потому что есть такие понятия, если мы говорим о компании «Алроса», есть такие понятия, как А вот сейчас мы продолжим на эту тему. Мы вынуждены прерваться на 2 минуты рекламы и вернемся в студию. Мы продолжаем нашу беседу. Пожалуйста. Есть такое понятие, как минерально-сырьевая база. И как сегодня говорят мировые аналитики, сегодня не ожидается в мире больших каких-то открытий. То есть минерально-солевая база в основном во всем мире уже почти вся открыта. Это говорит о том, что есть вопрос восполнения. Есть такие вещи, как искусственные алмазы. То есть сегодня, если мы откроем с вами проект стратегии компании, мы там увидим одним из пунктов о том, что это их очень сильно беспокоит. То есть сегодня есть конкурент. Люди где-то в мире начали покупать эти синтетические алмазы, потому что цена у них дешевле, да? Можно их как-то не боясь покупать. И мы понимаем, что у нас с вами сегодня уже 5 объектов подземной добычи. Это о чем говорит? Это говорит о увеличении себестоимости. Это уже цена, это уже конкуренция. Поэтому сегодня нельзя говорить о том, что компания, она как шла и так и будет. Все-таки это большой труд и большая конкуренция, и вообще-то большие вопросы, которые им приходится решать. Поэтому я считаю, что это правильно, когда мы своевременно это делаем и что-то делаем во благо и закладываем на будущее. Даже, скажем, те же стройки для детей и здравоохранения. Я в этом теперь уверена. Можно я добавлю вот, на вопрос Владимира, о том, что все-таки связываем ли мы это? Я думаю, что Валентина Ильинична, как первый замминистра экономики, как сейчас руководитель Центра стратегических исследований, имея ту аналитику, которая у нас есть в республике, конечно же, скажет о том, что действительно, да, у нас произошло очень серьезное приращение государственной собственности. Я пришла работать в министерство в 2007 году. Мы проводили работу по инвентаризации реестра нашего госимущества и провели вот некоторую такую балансовую оценку всего того, что есть в реестре. И сейчас уже вот в 2016 году уже мы можем констатировать по результатам 2016 года, что объем нашей собственности, он вырос на 70% с этого времени. Конечно, это вот связано с тем, что у нас появились такие акционерные общества, как РИК, РИК Плюс, конечно же, и это связано с теми большими объемами строительства и ввода новых объектов, которые у нас, мы уже, раньше мы считали, как говорится, поштучно, да, вот построили там медицинский центр или один спортивный объект, да. Сейчас у нас это идет повсеместно по всей республике. Строительство и спортивных залов, и культурных центров, и школ. Сейчас это приоритеты детские сады. Поэтому вот приращение государственной, муниципальной собственности, оно вот здесь вот и заложено. Наверное, я тоже Спасибо. добавлю. Получается, раз каждый делится определенного рода опытом, у меня тоже уже 8-летний опыт принятия бюджета Республики Саха-Якутия. Да? И вот каждый раз четко я понимаю, в какие бы мы годы ни жили, своего рода таком бытовыми словами, жирные годы, да, или так сказать, тощие относительно, тучные годы, тощие, да? Тучные, тощие или тучные, да, но денег не хватает всегда. Да? Мы, в общем-то, в принципе понимаем, что при принятии бюджета все равно остаются какие-то объекты, какие-то хотелки, их всегда очень много. Да? И вот эта вот системность, когда мы понимаем, что не зря Валентина Ильинична, наверное, сказала об указах президента страны, да, называя их, так сказать, пулами указов, вот эту вот социальную сферу, ведь количество расходов, которое идет на фонд оплаты труда, бюджетная сфера, он каждый раз увеличивается. Он не сокращается уж. Он не сокращается. И, соответственно, совершенно правильный ход идет тогда, когда
инвестиционную составляющую бюджета мы стараемся увеличить различного рода эффективными механизмами. Для того, чтобы не решать вечную проблему ветхих аварийных школ, а хоть каким-то образом определяться с инновационными проектами, в том числе и их поддерживать. Потому что приоритет, конечно же, да, ветхости школы, он всегда, например, будет выше приоритета школы там, с какими-то новыми технологиями. Да. И по бюджету, конечно же, мы больше будем голосовать за школу там, где дети занимаются, пусть в небольшой деревне, да, безусловно, но совершенно там в приспособленных помещениях. А вот инновационные уже подходы наши, да, вот эти вот, которые мы сегодня применяем, они позволяют и это сегодня строить. Да. По сути дела. Да. Вот, Я бы, наверное, Владимир, дополнила. я еще дополню, да, вот в части все-таки, в части определения приоритетов, да, на что направлять. Ведь когда продавались акции Якутугля, они же продавались в результате спора в соответствии с мировым соглашением. И здесь однозначно это успех республики, когда была достигнута договоренность Российской Федерации о том, чтобы направить средства от продажи акций Якутугля, на которые Российская Федерация предъявила свои права федеральной собственности, после продажи именно на развитие инфраструктуры на территории республики. И, соответственно, основные направления, они были все утверждены министром финансов Российской Федерации на тот момент. И вот как раз и были определены приоритеты, что это транспортная инфраструктура, что это социальная инфраструктура, объекты газификации. Аналогично поступили и по результатам вот продажи акций Алроса. Ведь Да. то же самое. У нас депутаты определили основные направления, именно вот что это должно быть направлено на строительство объектов, капитального строительства в такой вот именно в сфере социальной, транспорта, газификации, да, ветхоаварийной, да, и на базе чего и были утверждены главой вот тоже уже конкретные объекты, которые уже РИК плюс уже он строил и возводил. Поэтому вот, Целевой да. фонд будущих поколений Сергей Васильевич строил и возводил тоже. Ну, я имею в виду, да, в кавычках, развивал. Целевой фонд тут в большей степени выступает, наверное, как объект социальной ответственности уже бизнеса. Компания «Алроса», у руководства компании и у акционеров есть понимание твердое о том, что компания должна участвовать в социально-экономической жизни республики путем строительства социальных объектов, реализации тех или иных мероприятий. И у нас основу этому положил договор о социально-экономическом развитии, заключенный между компанией и республикой в 2012 году. И с 2012 года ежегодно поступает от компании «Алроса» безвозмездные перечисления в целевой фонд. При этом эти средства они поступают именно с целевым назначением, то есть в договоре прописывается, на что направляется каждый рубль, каждая копейка. Да. И, соответственно, с определенным объемом отчетности использования этих средств. И сегодня уже компания на 2017 год более 3 миллиардов рублей вложила в социальную сферу республики с 2012 года. Ну, что, например? На что направляется? Это объекты здравоохранения, это объекты образования в ЛУСах республики, это объекты культуры, сельские дома культуры, реабилитационные центры для детей-инвалидов. Мы в этом году вводим крупный объект, порядка 700 миллионов рублей стоит детский реабилитационный центр в городе Якутске. Этот объект, он уникальный, на Дальнем Востоке такого объекта нету, и со всех уголков республики будут дети проходить реабилитацию в этом объекте. Также и в арктической зоне республики мы строим объекты образования и здравоохранения, и они очень важны для жизни республики. Большая «Алроса». Правительство России утвердило прогнозный план, программу и основные направления приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Документом предусматривается сокращение доли участия государства в компании «Алроса» до 29% плюс 1 акция с координацией продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Якутии и муниципалитетов. Это, собственно говоря, информация была распространена, по-моему, всеми изданиями, всеми средствами массовой информации республики. Полученные средства могут быть направлены на развитие инфраструктуры региона.
Как было позднее разъяснено Росимуществом, формулировка о скоординированной продаже акций не предполагает обязательной совместной продажи ценных бумаг. Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством предусматривается самостоятельность распоряжения имуществом субъекта Российской Федерации и муниципальным имуществом. Это я для справки специально зачитал. Вот ко всем, опять же, вопросы прошу, включайтесь, пожалуйста. Как вы трактуете строчку с координацией продажи ценных бумаг? Координация – это синхронизация ли или номинальная эквивалентность? Определимся в статусе. Да? Да. О ком сейчас вот идет речь, и координации действий, кого идет речь. Когда был принят Гражданский кодекс Российской Федерации, публичное образование в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, регионов стали полноценными участниками правоотношений рыночного характера. Угу. И в данной ситуации речь идет о координации действий двух акционеров. Не координации действий Алроса, который, значит, да, республики, вот как субъекта такого публичного, государственного, да, такого, а прежде всего как субъекта рыночных отношений. Вот здесь уже начинают играть рыночные правила как таковые. Они для всех равны. В гражданских, в имущественных правоотношениях все равны. Поэтому сейчас любая координация, о которой идет речь, она допустима, а для гражданских правоотношений характерно только добровольное согласие. Правильно, да? Координация – это договоренность. Это отношения такие. Это отношения. Да. То есть мы же к Алросе вообще должны относиться прежде всего, есть разные понимания, да, отношения. А вот я хотел этого разъяснения на самом деле, потому вот что читали это все, да. а понимает каждый по-своему. Алроса есть как компания, учредителем которой мы являемся. В этом отношении мы вступаем с Алросой, с компанией. У нас есть учредительские отношения, они регулируются строго гражданским правоотношением. Наши взаимоотношения с Россией, его взаимоотношения с Алросой, они также регулируются гражданским правоотношением. Второе, да, Алроса – это прежде всего, значит, наш налогоплательщик, и он остается главным налогоплательщиком и для республики, и для России. Это другая история и другой уровень взаимоотношений. И, наконец, есть понимание, которое везде звучит: Алроса – это наше все. И вот здесь, вот тогда, когда происходит вот это вот у нас общее... на видеостене, кстати, на плазме акционеры. Да, акционеры, да, и вот когда происходит года, замешивание вот этих вот понятий, и начинается игра, так сказать, политическая, экономическая. А мы четко должны понимать и держать холодный разум, как кто и в каких отношениях, когда мы выступаем относительно компании. Угу. Иван Иванович, да, координация. И собственно говоря, вот... Да, я вот слушаю, да. Здесь, значит, наш разговор, и так и начинает казаться, что как только мы все распродадим, то наступит полное счастье. Ну, вот столько аргументов в пользу приватизации, и вот и т.д. и т.п. Так? И это все как вот чистая теория преподносится, так? Ну, ладно. Теперь вот здесь конкретно вот Алроса. Вспомним 2001 год. Ну, не знаю, кто может вспомнить, но я помню. Нет, ну, а вот опять же, вот я поставил на видеостене 2001 год. Да. Ну, если вы помните, то было решение Минросимущества, так, протокол от собрания, где говорилось, что имущество отнять, имущественный комплекс, так, 8%, которые были за, значит, алмазной провинцией, тоже их изъять, так, значит, открыть компанию, превратить в открытые компании и т.д. и т.п. Ну, вот такой был протокол. 2001 год, октябрь. Министерство... Да, да. Здесь сидят живые участники того, каким образом шли переговоры для того, чтобы этот протокол не получил реализацию. Так же, Надежда Егоровна? И это стоило больших трудов для чиновников того периода это сделать, для того, чтобы вывести на уровень, так, который есть. Я тогда не был знаком, как действует наше руководство, так, но 27 ноября того же года, да, на наш митинг, кстати, подошел Василий Михайлович Власов. И вот только тогда мы узнали, что правительство ведет работу как бы по защите. Так? Ну, а мы вели интуитивную борьбу против, так сказать, скажем так, федерализации Алроса. Так? И потом, последующие годы, они тоже были очень трудными. Так?
То есть вот этот протокол, ну, нельзя сказать, что этот протокол был после этого как бы полностью исчез. То есть эта борьба продолжалась. И вот в 2008 году, в 2002 году президентом Алроса стал Кудрин. И уже стало трудно. То есть вот если до сих пор, вот до 2002 года, до 12 июля... Ну да, председатель наблюдательного совета. Извините, я прошу прощения, да? Так, вот я даже помню день, так, 12 июля он был назначен этим, да, председателем наблюдательного совета, так? И все, с этого момента уже наше руководство, уже у него уже не было возможности выступить вообще, так? Вот. Хотя до этого были какие-то выступления, были действительно, в защиту. Ну, хорошо, что в 2003 году был принят закон. Это где-то было в феврале или в марте, так? Он был принят в апреле. В апреле, в апреле, да. Да. Года, в марте 2003 да, об участии. Там. Сложно Да. создавался вот под большим влиянием, под большими спорами с ФАСом, под влиянием вообще, по спорами с прокуратурой, но он был принят. Это, Да. Он был принят по образцу, да, по, значит, закона об РАО ЕС. Хорошо. Теперь вот, когда речь Давайте идет... перенесемся уже в Да, наше конечно, время. я уже все перешел после этих воспоминаний, уже я перехожу к... Но эта предыстория, тоже, ее тоже, вот не все же знают, вот, ну, за этим круглым столом, может быть, все знают, так, но население об этом может и не знать. Уже выросло новое поколение, так? Вот сколько лет прошло-то. Вот, сейчас, вот посмотрите, обратите внимание, так, 33% у Российской Федерации, правительства Российской Федерации, отнимаем 4, 29, так? А до, значит, блокирующего остается еще 4. То есть я думаю, что это вот перспектива еще 4%, это говорит, это нацелено прямо на 8% алмазных провинций. Так? Вот. И, значит, вот, ну, сейчас вот давайте строго смотрим. Значит, 25% блокирующего пакета акций республики это контролирует Илтумен. Ну, согласно нашему вот этому закону от 2003 года. Так? Следующее, значит, 8% контролируют собрания, так, улусные собрания муниципальные, так, вот. И вот так, значит, и поэтому правительство Российской Федерации не может диктовать продажу, значит, акций от 20% и от акций от 8%. Диктовать не может, хотя тут кто-то говорит, что уже все, значит, процесс пошел, мы ничего не можем делать. Значит, если захотят, то отнимут. Это не так. И вот в данном случае сейчас я не буду особенно, так сказать, вдаваться. Вот смотрите, вот в этом году дивиденды 8 улусов, они, если я не ошибаюсь, получили практически более 500 миллионов рублей. Получат, да. Вот. Это конкретные живые деньги, которые идут на строительство вот тех же, значит, школ, детсадов и т.д. и т.п. Так, и, значит, вот это, значит, решают таким образом, что Илтумен и улусные собрания, так? И вот сейчас я, особенно не вдаваясь вот в подробности, хочу сказать следующее, что вот ясное дело, что от 25% Илтумен никогда не проголосует за то, чтобы передать хотя бы 1%, значит, вот, на приватизацию. От республиканского пакета вы имеете в виду? Да. Теперь давайте вот посмотрим вот улусные акции. Так? Сейчас мы к ним подойдем, отдельно подойдем. Хорошо, Иван Иванович? Да. Я еще просто одну бумагу хочу зачитать. Вчера опубликовано было интервью заместителя министра финансов Алексея Моисеева. Минфин не видит возможности нового этапа приватизации Алроса в 2017 году. Но я не случайно сказал, что план этой приватизации
с 17 по 19 год. Просто когда Валентина Ильинична Иван Иванович говорила, что есть указ, она говорила, этот указ определяет, вообще глава России, он определяет общее направление и стратегию развития России. И ни в коем случае он не определяет там, значит, каких-то направлений, да, там, лишить кого-то долей и так далее. Мы единое государство, хотим мы или не хотим, при нашей всей федеральной структуре, да, единое государство называется Российская Федерация, состоящая из субъектов Российской Федерации. Почему я обратила внимание, что по Гражданскому кодексу публичное образование, Российская Федерация и Республика равные субъекты гражданских правоотношений. И в рынке возможны только договорные отношения. Но идем мы в русле как раз того указа, о котором и сказала Валентина Ильинична, определенной главой России, Российской Федерации, главой нами всеми выбраны, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, да, до определенного года полный уход практически государства из экономики, в том числе и через приватизационные процессы. И не более того. То есть есть направление государственное, в коридоре которого мы двигаемся как единое государство. Это политика. А уже как мы будем договариваться, это, естественно, рыночные отношения. Я еще дополню то, что там говорилось о полном выходе, но за исключением сырьевого сектора. Сырьевого сектора. Да, и вот то, что связано с обороной, да. У нас еще один рекламный блок, и вновь вернемся через пару минут. Мы вновь в студии и продолжаем разговор. Мы же ведь и говорим о том, что республика на сегодня видит необходимым участие государства в компании «Алроса». Конечно. Мы говорим о том, что наши 25% плюс 1, они защищены законом республики, и мы говорим о том, что согласно этому же закону мы осуществляем совместную политику с муниципальными образованиями в отношении данных акций. Это вот уже на сегодняшний момент это аксиома, с которой мы и живем, да. Второе, конечно, вот то, что Иван Иванович, как представитель общественности, он держит руку на пульсе, это совершенно правильно, и нужно в этом отношении и дальше работать для того, чтобы мысль, она была понятна всему населению, кто может более доступнее выразить эту идею государства, ведь не секрет, что мы разговариваем иногда на своем языке. На птичьем. Да. А второй момент, он заключается в том, что вот Ольга Валерьевна тоже сказала, что мы, как публично-правовые образования, мы самостоятельны. И об этом говорит и 184-й федеральный закон об общих принципах, да, и 131-й федеральный закон, где говорится именно о самостоятельности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований. И когда вот мы уже в прошлом году, мы же ведь не сидим молча, мы же тоже высказались о том, что мы, во-первых, прогнозный план приватизации, естественно, мы не включили, да, данные акции. 25 плюс 1. Да, мы написали обращение в адрес и президента Российской Федерации, и соответствующих министерств, и как экономического развития, бюджетообразующих предприятий по итогам 2016 года более 62 о том, миллиардов. что мы, наоборот, предлагаем сейчас продлить действие акционерного соглашения вот, на 19 там, и далее годы, уже более официально. Российская Федерация и Республика. Да, и мы сказали о том, что вы, пожалуйста, вот эту вот формулировку, которая вошла в 2011 году, вот на волне борьбы за то, чтобы не выходить полностью государству из акционерного общества «Алроса», она вошла вот тогда вот по поводу координации, и дальше там же ведь речь идет о направлении средств, поступивших от приватизации, на развитие инфраструктуры на территории республики. Вот это все, оно, вот формулировка 2011 года, и она вот так перетекает из года в год в прогнозные планы приватизации. И мы предложили исключить эту формулировку, на что мы получили ответ Росимущества о том, что вы самостоятельны в решении своих вопросов, и поэтому здесь эта формулировка, она сохраняется именно вот для координации как акционеров. Алроса Нюрба, может быть, сделаем так. Участники круглого стола, выскажите свою позицию по этому вопросу. Все говорят, напирают на то, что Нюрба Алроса, она существует номинально, что вот, значит, там не работают
60 человек просто там как руководящий аппарат. Надо наоборот вдохнуть жизнь. Пусть работают люди так и больше самостоятельности приобретают. Вот это самое правильное решение. А вот искусственное вот затормаживание действия подразделения, потом, ну, там, объединение с Алрос и так далее, стремление к этому, я считаю, что это убыточно. Спасибо. Людмила Николаевна, может быть, вы? Я хочу сказать, что вот на протяжении прошедшего года мы осуществляли несколько мониторингов вообще состояния социальной сферы республики. И, конечно же, мы увидели, что очень много сделано. И очень много сделано вследствие приватизации госимущества в свое время. Очень много школ построено по улусам, очень много медицинских учреждений. Другой вопрос, что очень большая социальная напряженность сейчас существует у нас в обществе. И, конечно же, это еще в силу того, что у нас общество и правительство, в частности, закрыто. Нет очень такой объективной, подробной информации. Вот сегодня нам сказали о том, что очень много РИК построил объектов. И это действительно так. Но спроси у нашего простого рядового гражданина, никто не скажет, что вообще сделал РИК. А муссируется во всех этих, на всех сайтах, на всех, значит, неформальных площадках, что вот, значит, деньги уходят, неизвестно куда уходят. Понятно, что это наша недоработка, то есть недоработка руководства компании. Надо, безусловно, говорить более открыто, выходить на такие общественные площадки и говорить об этом, что сделано, куда ушли деньги. Ну и я предлагаю сейчас, что, может быть, если все-таки вопрос решится, да, надо все-таки создавать какой-то, видимо, общественный совет при Минимуществе, при Минфине с участием общественников и все-таки жестко отслеживать, куда же действительно пошли деньги и отчитываться об этом. Дело все в том, что, да, если мы сейчас вернулись к теме Алроса и Нюрба, да, то я еще раз возвращаюсь к теме, а эффективно ли мы управляем. Да? И вот сегодня мы должны смотреть на акции Алроса и Нюрба не как на наше все, да, а как на рыночный инструмент. И вот здесь, в данной ситуации, вот по моему мнению, уличным каким-то движением, да, вот, движением, там, каким-то высказыванием общественности, этот вопрос не решит. Должен быть четкий расчет. Эффективно сегодня, какова, как видит непосредственно эффективный собственник сегодня, дальше продолжение этих акций, как он, почему сегодня, рацио, да, во главе угла, да, совершенно рацио, потому что если его не будет, можно попасть в иные ситуации, да. В свое время продавались, значит, достаточно сложно через парламент республики, вы помните, шли акции Саха-Телекома, да? Но буквально, если бы их еще немножечко бы протянули вот с их продажей, то их цена была бы непосредственно вообще совершенно иная. И ведь тоже же все деньги, они пошли на развитие. И поэтому вот здесь сегодня, да, говоря о продажах акций Алроса и Нюрба, это нужно решать не на общественных советах. На общественных советах можно решать, куда, возможно, да, нет, если совет, то экспертный. Да, то должен быть эксперт и четко определить, да, оценку, конечно, дать, соответственно, возможной продажи или ее не продажи. Ну, Евгения Васильевна, дальше продолжим. Да, ага, значит, уже. позвольте, да. Все-таки мы, поскольку сегодня вот обсуждаем тему приватизации, очень правильно то, что мы смотрим на эту проблему комплексно. Мы говорили вот только что об Алросе, большой компании. И сегодня вот акционеры и наблюдательный совет Алросу рассматривают уже как группу Алроса. Во всех решениях наблюдательного совета красной нитью проходит то, что все положения, которые принимаются в наблюдательном совете большой компании, они должны распространяться и на деятельность дочерних обществ. Один момент. Второй момент. Мы говорим о том, что мы проводим государственную политику по сохранению государственного контроля в большой Алросе. И мы делаем для этого все, как говорится, вот совместно прилагаем все усилия, и общественные институты, и депутаты, и правительство, для того, чтобы реализовать эту политику и сохранить этот государственный контроль совместно с Российской Федерацией. Третий момент. Мы, напомню, вот Иван Иванович сказал, хорошо, историю надо знать. Мы первые, как говорится, вот алмазы Анабара продали в 2007 году. Да. Далее мы продали Нижнеленское.
из дочерних структур, где мы являлись акционерами совместно с Алросой. Да? И вот следующий этап, с учетом, опять же, тех потребностей, которые диктует нам экономика, сегодняшнее состояние, та политика, которую мы проводим в отношении Большой Алросы совместно, вполне логична. И причем вот эта вот тема, она же подана и самими депутатами. И она возникла именно в процессе рассмотрения прогнозного плана на 17, 18, 19 год. И она и ложится вот в канву той политики, которая проводится по экономической политике в целом по Российской Федерации. Поэтому я думаю, что здесь с учетом, опять же, вот экономической ситуации, то, что у нас мы говорим о стоимости акций, да, о состоянии конъюнктуры рынка, вот то, что Надежда Егоровна говорила. И вот эта вот конъюнктура рынка, вот, когда мы обсуждали в декабре, цена акции, она была какая, да? Там, по-моему, до 175 рублей, вот где-то вот так вот, по-моему, до 171 она там колебалась. На сегодня, да, она действительно падает, эта стоимость акций. Не секрет, да, не секрет, то, что компания, она, являясь как бы 90% акционером Алроса Нюрба, говорит о том, что давайте делать делистинг. То, что там вот спекулятивные сделки на бирже для нас это не эталон, да, в управлении. Она говорит о том, что давайте мы присоединим эту компанию. Им основной акционер, то есть вот Российская Федерация говорит о том, что нужно снижать ваши операционные затраты. Мы сегодня все говорим о том, что да, необходимо вот как раз эффективно управлять своими ресурсами с этой точки зрения. Поэтому вот подходы такие. А поскольку мы живем в таких реалиях, нужно думать действительно, очень сильно думать и постараться принимать взвешенные решения в этой части. Большое спасибо всем участникам круглого стола. Мы сегодня говорили об эффективном использовании алмазных активов Республики Саха-Якутия. Тренды и риски. Как говорил Марк Цукерберг, основатель сети Facebook, самый большой риск – это вообще никак не рисковать. И, конечно, мы должны взвешенно относиться ко всем рискам, которые возникают при том или ином таком важном и определяющем решении. Спасибо вам, всего доброго. Мы продолжим разговор на эту тему.